Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки. И сегодня мы продолжим с вами вязать вот такую овечку-балерину Долли. Вот такую красивую, милую. Давайте я немножко ее поверчу, покажу вам. В первой части мы с вами связали ушки, ножки и ручки. А сейчас мы будем собирать нашу овечку. Овечка у нас цельно вязаная, все детальки мы будем ввязывать. Ну что, давайте начнем. Смотрите, мы с вами уже подготовили, ручки связали, ушки связали, только что закончили вторую ножку. И сейчас мы будем приступать и все ввязывать и вязать тело. Давайте начнем. Это мы откладываем в сторону пока. А теперь берем нашу ножку правую. Вернее, это у нас левая ножка. А мы с вами будем присоединять правую. Мы вяжем одну воздушную петлю. Затем берем нашу ножку правую. Да? Мы с вами провязываем. И по ножке мы провязываем с вами 15 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, вот он 14 у нас. И вот этот последний 15 ряд. 14, вот 15 ряд. Не ряд, 15 столбик. И теперь там, где у нас с вами была воздушная петля, мы вяжем один столбик, захватываем. Оп. И вот здесь же мы с вами провязываем по второй ножке снова 15 столбиков. Так, тут, чтобы не пропустить, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14. Так, это у меня тут соединение. 14. И вот у нас 15. И здесь вот эта воздушная петля. Берем за полустолбик и провязываем еще один столбик. Получается у нас с вами в первом ряду 32 столбика без накида. 32 столбика без накида. Давайте второй ряд по телу мы начинаем вязать. Как соединили ножки, мы ставим маркер. И дальше тут не пропустите одну петельку. Мы смотрим, вот мы начинаем с вами вязать и провязываем 15 столбиков. По ноге правой первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14. Так, и вот 15.
По ножке провязали 15 рядов. Дальше, там, где у нас с вами был столбик без накида, мы сюда провязываем одну прибавку. Готово. И повторяем тот же самый принцип. По ножке вяжем 15, по второй 15 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И вот это у нас получается последний столбик. Здесь мы вяжем просто столбик без накида. Прибавку не делаем, как сзади. Делаем просто один столбик. То есть провязали с вами 16 столбиков без накида. И у нас с вами во втором ряду должно получиться 33 столбика. Маркер мы здесь оставляем. И с 3 по 7 ряд, то есть 5 рядов подряд, мы с вами провязываем 33 столбика без накида. 3, 4, 5, 6 и 7 ряд мы провязываем розовой ниточкой 33 столбика без накида. Давайте я сделаю это за кадром и увидимся с вами уже на 8 ряду. А там мы будем делать убавки. Вяжем нашу овечку. Итак, я провязала 5 рядов. 8 ряд мы с вами будем вязать, смотрите, за заднюю стенку петли. И у нас раппорт будет такой: 9 столбиков, убавка, так повторим 3 раза. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. Смотрите, почему мы вяжем за заднюю стенку петли, потому что потом за эту полупетлю мы будем с вами вязать юбочку. 9. Здесь у нас с вами убавка идет. Как неудобно у меня получился. Вот так уберу. Соединение ниточки. Все. И еще вяжем такой раппорт 9 столбиков, убавка 2 раза. Давайте это сделаю быстро. И последняя убавка. Следующий 9 ряд мы вяжем без изменений 30 столбиков без накида и тоже за заднюю полупетлю. Здесь, если вы будете делать пачку из фатина или кружева, как у меня, тогда вот как раз за эту полупетлю мы будем с вами и присоединять эту пышную юбочку. А пока вяжем 30 столбиков без накида. 9 ряд. И давайте я это сделаю за кадром, а мы с вами уже увидимся на 10 ряду. Там мы будем делать убавочки. Вяжем так до конца ряда. Так, я провязала, и вот смотрите, уже формируется тело овечки. 10 ряд. Схема вязания такая: уже вяжем за 2 полупетли, 8 столбиков без накида, убавка, так повторим 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8. И делаем убавку. И так до конца ряда еще 2 раза. Давайте это сделаем быстро.
Закончила. Дальше 11 ряд мы вяжем по кругу 27 столбиков без накида. Давайте я маркер перенесу. Мы не будем делать ни убавки, ни прибавки, поэтому 27 столбиков. Давайте я свяжу это за кадром и уже увидимся с вами на 12 ряду. Вяжем так до конца ряда. Вот сюда. Продолжаем вязание. 12 ряд. Схема вязания такая: 7 столбиков без накида, убавка. Так повторим 3 раза. Давайте первый раппорт провяжу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь делаем убавку. И точно так же еще 2 раза. Давайте я это сделаю быстро. Закончили 12 ряд. 13 ряд мы вяжем без изменений. 24 столбика без накида в ряду. Давайте я свяжу это за кадром. 13 ряд, 24 столбика. И встретимся уже с вами в 14 ряду. Вяжем так до конца. Продолжаем наше вязание. 14 ряд. Это будет розовой ниточкой убавление последний раз. И мы вяжем с вами 6 столбиков без накида. Убавка. Так повторим 3 раза. 3 столбика, 4, 5, 6. И вот сделаем убавку. И так повторим еще 2 раза. Закончили с вами вязать 14 ряд. У нас должно остаться 21 столбик без накида. 15 ряд, последний ряд мы с вами провяжем розовым цветом, 21 столбик. А затем мы поменяем цвет на белый. Давайте это сделаю за кадром. Провяжу 15 ряд, 21 столбик. Итак, мы с вами провязали 15 ряд, 21 столбик без накида. Здесь я переношу маркер. Единственный момент, мы сейчас будем вязать белой ниточкой, поэтому надо ввести белую нить. Давайте введем белую нить, то есть последний 21 ряд 21 петля 15 ряда мы закончим вязать основной ниточкой белой. И тут такой нюанс. Смотрите, можете эту ниточку сейчас провязать немножко и оставить, перекинуть, чтобы мы потом сделали вот такую же косичку по окончанию розового цвета. А можете обрезать, а потом присоединить и тоже провязать косичку. Я, скорее всего, сейчас обрежу, потому что так мне будет легче вам показывать, как дальше вязать, чтобы на камере у меня не было много моточков. И нам с вами понадобятся ручки. Берем ручки. Они у нас одинаковые, не имеет значения правая и левая. Теперь смотрите, хочу тоже обратить ваше внимание. Так как вязание у всех разное, мы по-разному делаем наклоны столбиков. Может быть, немножко у вас скошено вязание, или у меня больше скошено, чем у вас. Я вам рассказываю про свой момент. Смотрите, у нас с вами должна быть ручка, если сложить так вместе равномерно, да, у нас с вами должна быть здесь ручка. Мы будем ввязывать 3 петли, вот центральная петля, первая и последняя, то есть вот 1, 2 и 3 петля. Здесь мы будем ввязывать с вами ручку. У меня по схеме получается 5 столбиков. И потом я начинаю вязывать ручку. Если вдруг у вас получается, что, к примеру, там у вас выходит 4 столбика и уже надо ввязывать ручку, или наоборот 6 столбиков, может быть, у вас вот так лежит ваше вязание, ну тогда уже просчитайте самостоятельно. Я вам рассказываю свой вариант. Много говорила, давайте теперь вязать. Итак, мы приступаем с вами к 16 ряду, и нам нужно будет с вами провязать сначала 5 столбиков
Уже белым цветом мы будем с вами вязать. Первый, второй, третий. Ниточку розовую я у себя отрежу. Я потом ее подсоединю. Мне так будет проще. Откладываю пока. Значит, 3 столбика, 4 и вот 5. У меня тут остается 3 петли. Беру ручку и вот буду сейчас ее ввязывать. И теперь что мы делаем? Мы с вами провязываем и ручку, и тело. Вот так. Вместе 3 столбика. И ручка, и тело. Первый, второй, проверяем, чтобы нам не потерять столбик, и третий. Так, вот этот хвостик я сейчас вывяжу от ручки. И дальше мы с вами вяжем 7 столбиков без накида по телу. Первый, второй, третий, 4, 5, 6 и 7. Так. Берем вторую ручку и повторяем точно так же. Провязываем одну петлю, захватываем с ручки, одну с тела и провязываем вместе так 3 раза по одному столбику. Так, второй и вот третий. Готово. Тут мы тоже ручку вязали, и должно у нас с вами остаться 3 столбика. Вот они есть. Первый, второй, третий. Точно так же у нас с вами в 16 ряду получилось 21 столбик. Мы ничего не прибавляли, ничего не убавляли, просто с вами вязали ручки. Видите, как это легко и просто. Все. И тут можно поставить маркер. И мы начнем с вами вязать 17 ряд. Схема вязания будет такая: 3 столбика без накида, убавка, так повторим 4 раза, и в конце у нас останется с вами 1 столбик. Давайте первый раппорт я провяжу. Первый столбик, второй, третий. Дальше делаем одну убавку. И так еще повторяем 3 раза. Давайте это сделаем быстро. Вот последняя убавка. И здесь у нас остается столбик 1. И 17 ряд у нас закончен. 18 ряд мы будем с вами вязать 4 столбика без накида, убавка. Так повторим 3 раза. Маркер переношу. И давайте первый раппорт провяжем вместе. Первый столбик, второй, третий, 4. И теперь вяжем одну убавку. И повторим так еще 2 раза. Давайте это сделаем быстро. 18 ряд закончим. И в 18 ряду у нас с вами должно остаться 15 столбиков без накида. 19 ряд. Схема вязания очень похожая, только мы с вами вяжем 3 столбика без накида, убавка. Так повторим 3 раза. Первый, второй, третий.
убавка. Ой, остановитесь сейчас и набейте вашу овечку холофайбером, если вы это еще не сделали. Я сейчас довяжу этот ряд и потом ее наполню. Уже будет сложно мне наполнять через это отверстие, но ничего. Я справлюсь с этим заданием. Так. Ага, и вот последняя убавка. Пока болтала с вами, чуть-чуть запуталась. Наполняю холофайбером. Сейчас через минутку вернусь. Так, ну я уже наполнила холофайбером, так что продолжаем вязание. У нас с вами осталось 12 столбиков без накида в ряду. И что мы с вами делаем дальше? Сейчас мы свяжем шейку. Она будет состоять из 2 рядов по 12 столбиков без накида. Итак, 20 и 21 ряд мы вяжем по 12 столбиков без накида. И давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 22 ряду. А там мы с вами уже начнем вязать голову нашей овечки Долли. Так, я делаю паузу и встретимся через секунду. Так, я провязала за кадром. Значит, схема вязания такая. Столбик без накида, прибавка, так повторим 6 раз. И у нас с вами должно получиться уже 18 столбиков в ряду. Вяжем столбик без накида, прибавка. И давайте это сделаю быстро. И вот последняя прибавка. И 22 ряд закончен. 23 ряд, похожая схема, только мы с вами вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Так повторим 6 раз. И у нас с вами должно уже получиться 24 столбика без накида. И опять же, давайте я это сделаю в ускоренном режиме. Вяжем 2 столбика, прибавка. Завершила я вязать 23 ряд, переходим к 24 и вяжем 3 столбика без накида, прибавка, так повторим 6 раз. И у нас с вами должно получиться уже 30 столбиков. Так, договорилась с вами, вяжу 3 столбика, прибавка. И этот раппорт повторю еще 5 раз. Давайте это сделаем быстро. Так, и вот у меня последняя прибавка. И здесь я уже перенесу маркер. Переносим маркер. Так, и следующий 25 ряд у нас немножко, чтобы у нас красиво было, чтобы не было видно вот лучей на мордашке, мы с вами немножко разобьем раппорт. Мы свяжем сначала 2 столбика без накида, прибавка. И дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Так повторим 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. А еще 4 раза. И вот последняя прибавка. И в конце ряда у нас остается с вами 2 столбика, которые мы и провязываем. Так, смотрите. Дальше туда ставим маркер пока. И теперь мы с вами вяжем 26 ряд. Похожая схема. Вяжем 5 столбиков без накида. Прибавка. Так повторим 6 раз. Вяжем 2 столбика. 3, 4, 5. И делаем прибавку.
Итак, вяжем еще 5 раз до конца ряда. Вот сюда. Давайте это сделаю за кадром. Мы закончили с вами вязать 26 ряд, и в конце 26 ряда у нас с вами должно остаться 42 столбика без накида. Здесь переставляем маркер. И смотрите, дальше у нас по схеме мы с 27 ряда по 31 ряд, то есть 5 рядов подряд, мы вяжем по 42 столбика без накида. Давайте я это сделаю за кадром, провяжу эти 5 рядов, а вы нажмите на паузу и уже увидимся с вами в 32 ряду. Там мы начнем делать убавки и в скорости уже будем вязывать ушки. Так что приготовьте еще и ушки. Так, побежала я вязать, вяжем 5 рядов подряд по 42 столбика без накида. Мы закончили с вами, провязали 5 рядов. И теперь у нас с вами 32 ряд. Это будет у нас с вами убавочный ряд. Мы будем вязать 5 столбиков без накида, убавка, и так повторим 6 раз. Давайте свяжем. Первый раппорт я свяжу. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. И теперь мы с вами вяжем одну убавку. И так повторяем еще 5 раз до конца ряда. Давайте это сделаю быстро и увидимся уже с вами в конце ряда. И последняя убавка. Мы закончили с вами вязать 32 ряд, и в 32 ряду у нас осталось с вами 36 столбиков без накида. Смотрите, 33 ряд мы просто с вами вяжем 36 столбиков без накида, не делаем ни убавки, ни прибавки. Давайте это свяжу за кадром, а мы с вами уже увидимся в 34 ряду, где мы будем вязывать ушки. Вяжем столбик в столбик до конца ряда. Встретимся здесь. Так, я провязала. Возьмем с вами ушки. Сейчас мы будем их вязывать. Ну, вернее, в этом ряду. Итак, у нас с вами 34 ряд. И мы вяжем с вами 15 столбиков без накида. Давайте это сделаем быстро. 14, 15. Провязали 15 столбиков. Дальше мы с вами берем ушко. Смотрите, это у нас спинка, вот это будет лицевая часть. И мы вот сейчас с вами вот так будем вязывать ушко. Проверьте себя, ушки должны быть на одной стороне с ручками. Да? Тоже, чтобы не было перекоса. И теперь получается 16, 17 и 18 столбик мы провязываем через 2 полотна. Сначала вводим ушко, в ушко крючок, и затем в деталь головы. Провязываем 16 столбик, 17, и вот он, 18 столбик. Вот и мы ввязали с вами ушко. Дальше мы вяжем 15 столбиков без накида. Это по личику у нас с вами будет. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И тут у нас с вами остается вот эти 3 петли, первая, вторая, третья, в которые мы снова ввязываем второе ушко. Опять провязываем в ушко, в тело головы. Один столбик, ушко, тело головы, второй столбик и ушко,
тело головы, третий столбик. Ниточку можно подтянуть. Вот мы с вами и ввязали ушки. Готово. Спасибо, что вязали со мной. В следующей части мастер-класса мы сделаем вот такие кудряшки нашей овечки Долли, оформим мордочку, ну и свяжем уже и юбочку. Но это будет в следующей части, заключительной мастер-класса. А пока я вас попрошу, если вы вяжете вместе со мной вот такую милую овечку, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. А я желаю вам творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.